Если я откажу, как отказали многие, кто тогда возьмет его, понимаете? И все. Я не могу по-другому. Если особенные дети будут ходить в те группы, в которых только особенные, я считаю, что они не получат того развития, которое требуется, для нормальных отношений в социуме вообще. Главное опасение, чтобы его не обидели другие детки, в силу того, что они считают уязвимым же своего ребенка. Это не просто же спортивный интерес, их любить надо всем сердцем, их вообще по-особенному. Они особенные, и относишься к ним по-особенному. Привет, это очередной эпизод подкаста «Мне не страшно», который Академия трех медведей пишет совместно с общественной организацией «Ирода» и национальной сетью «Ранний старт». Именно они нам помогли найти героев и специалистов. Мы говорим откровенно об аутичных детях, семьях, в которых растут особенные детки, о специалистах. Сегодня у меня в гостях Зумрат Абдуганиевна Азизова. Она воспитатель детского сада номер 136 города Душанбе и работает в инклюзивной группе. Здравствуйте, Зумрат Абдуганиевна. Здравствуйте. Насколько я поняла из нашего разговора, прежде чем мы начали писать подкаст, в вашей группе сейчас только один особенный ребенок. Да. То есть вы пока не можете брать больше? Нет, у меня просто выпустился недавно мальчик, должны были до сентября быть. Он просто его, мама забрала пораньше. А так нет, в принципе, я могу. И двое, но не больше. Почему? Опять же, учитывая, особенности каждого из детей и возрастные в том числе. Угу. Поэтому у меня в основном так получается, что кто-то старше, как обычно в саду, кто-то старше уходит, помладше приходит. Вот у меня вот так вот получилось. И поэтому на сегодняшний день у меня 4-годовалый, 5-й годик ему. Угу. А есть ли разница между тем, что особенные дети ходят в одну группу с нормотипичными? И просто если нормотипичные только одни, или особенные дети только в отдельной группе? Как лучше? Вот если особенный ребенок ходит с нормотипичными, или только в ту группу, где только такие же, как он? Дело в том, что если особенные дети будут ходить в те группы, в которых только особенные, я считаю, что они не получат того развития, которое требуется, для нормальных отношений в социуме вообще. Для чего инклюзия существует? Здесь различие именно в чем? В том, что они же копируют поведение, во-первых, особенные детки. Во-вторых, отношение к себе нормотипичных детей, они же тоже это должны видеть, ощущать, какое и что. То есть, когда детки в группе с детьми нормотипичными, они вот этого не чувствуют, другого отношения. Они наравне с другими детками растут, развиваются, играют и так далее, повторяют за ними многое чего и для себя получают. А мне кажется, если особенных детей держать в одной группе, мне кажется, там меньше будет идти развитие в этом плане. А меняется как-то садиковский режим для группы, если в ней оказывается особенный ребенок? Нет, режим мы не меняем. А подходы в обучении, в подготовке? Подходы в обучении, в подготовке, да. Смотря что каждого индивидуально больше интересует. Кто-то больше рисовать любит, кто-то больше заниматься, лепкой, кому-то песочек жидкий, что-то еще. Это да, в этом отношении индивидуальный подход. В режиме нет, наравне с обычными детьми. А вы говорите с нормотипичными детьми, что одногруппник у них особенный ребенок? В основном это происходит как? Нужно же объяснить ребенку, что у него особенности не отклонения, а особенность в том, что, например, он просто высокого роста, но он еще маленький, поэтому плохо говорит. Такие вот как-то мягко так объясняешь. А поведенчески, если вдруг какие-то истерики, вы же знаете, что он может обидеться, Рустик, давай не будем делать того-то или сего-то. То есть они больше знают, что он может обидеться,
что он плохо разговаривает, да, ну как-то вот таким образом. И они же дети. Мне кажется, они больше на своем детском уровне больше и быстрее понимают этих детей, чем даже мы с вами. Как долго привыкает особенный ребенок к детскому саду? Вы знаете, все по-разному. Но в основном, тут уже, как я говорю, у этих детей на меня прям свое отношение, потому что еще ни разу не было у меня лично, во всяком случае, чтобы прям пришел ребенок и больше не хотел или что, ко мне как-то с самого начала и привыкают, приходят. Ну, были у нас в других группах, когда и по неделям, и по 2, иногда месяц не приходят, потом вдруг опять приводят, ну, воспитатели справлялись. А в основном, ну, максимум, как и у любого другого ребенка, на адаптацию месяц-два. Просто на адаптацию. Чего боятся родители больше всего, когда к вам приводят в группу особенного ребенка? Какие главные опасения у родителей? Они же говорят с вами. Ну, главное опасение, чтобы его не обидели другие детки. В силу того, что они считают уязвимым же своего ребенка. Вот. Это самое главное опасение. Чтобы, как сказать, родители бы других детей не стали бы докучать. Бывают же родители немножечко, скажем так, не особо воспитанные, которые могут прийти, не зная ничего об особенном ребенке, да, выяснять отношения, ну вот такое вот. Вот таких вот вещей. Ну и поэтому мы заранее все это обговариваем, и как бы от воспитателя зависит то, как строить отношения между именно родителями, родители-дети, дети-родители других детей. Вот так вот. Но, в принципе, это у нас ежедневно, понимаете? Здесь дело в том, что сама вот эта вот специфика, методика любого детского сада, она так и так по-любому так и создана, так и обстоят дела у нас. Родитель, ребенок, родитель. Понимаете? Здесь независимо, это особенный ребенок или нормотипичный, потому что в любом детском саду, в любой группе, это есть ваш Вовик укусил моего Сашеньку и так далее, понимаете? Поэтому здесь мы, как всегда, мы здесь стержень, и мы громоотвод, и все сразу, все вместе. А бывает так, что родители нормотипичных детей выступают против, чтобы в группе с их ребенком находился особенный? Были у меня случаи, но опять же я говорю, что я отстаиваю своих деток, и я апеллирую это именно тем, что, во-первых, и вы не имеете права, и я не имею права так относиться к детям. Во-вторых, если что-то случится, что бы ни случилось, я отвечаю в силу того, что мы сертифицированные специалисты, у нас есть все это, на все это мы имеем право и все такое. Потому что многие собирались там что-то идти, куда-то жаловаться. Но здесь, конечно же, мы и пункты Конституции приводим в пример. А потом бывает, что переводят просто в другую группу? Нет, у меня такого не было. Мы находили компромисс. И потом уже родители сами понимали, что, как сказать, не то чтобы вреда никакого нет, а просто понимали, в чем дело. Потому многие просто приходили и наблюдали, следили, как и что. Такое тоже было, да? Было, да. Не то, что недоверие, а вот что. Вот действительно ли вот он сейчас вот побегал, а вот сейчас успокоится, а потом вот что буду делать я? Было, почему? Нет, у меня, во всяком случае, не было случаев, чтобы прям вот из-за особенного ребенка забрали бы из группы человечка. Нет, не было такого. Какие основные навыки вы в группе даете особенному ребенку? Вот они же в зависимости от возраста, да, то есть они могут задержаться немного у вас. Например, конечно. Да, если 7-летка и он не заговорил еще. Вы продолжаете также оставлять его в группе? Еще год. Еще год. До 8 лет мы оставляем, имеем право. Дальше уже нет. Дальше, у меня был случай, так и не заговорил ребенок, и он не то чтобы не пошел вперед, вы знаете, они же хитренькие очень становятся, как и все детки, они взрослеют. И, в общем, он просто стал спекулировать, и мной, и родителями, они опять его в роду отдали
ко взрослым уже, там, я не знаю, на сегодняшний день получается ли им управлять, вот. А в основном, а так у меня вот в школу пошли трое в обычную школу, вот 54-ю. Вот. Писать, читать. Писать, читать не все. Не все. Вот двое писать, читать. Один мальчик, он просто пока он ходит с тьютором. Вот. Ну, во всяком случае, ходит, воспринимает. Он невербальный аутист, но в школу ходит. А он, вы спросили... Невербальный, что значит? Невербальный – это не разговаривает. То есть он не разговаривает, он понимает все, как бы, но не разговаривает. Ну, не разговаривает, да. Не заговорил он. То, о чем вы спрашивали. А в детском садике нету тьюторов? То есть только Нет. вы и нянечка? Да, мы с няней. И все. Да. Я бы хотела немного поговорить о вас. Почему вы решили работать в инклюзивной группе именно? Вы же с 2015 года, да, уже работаете. Да, до того времени я практически, ничего не знала об аутистах, так что-то слышала. И получилось так, что с приходом первого ребенка, вот, о нем мне немножечко так рассказали, какие-то понятия, но я больше узнавала на практике. И тут вот, значит, тренинг у нас был с группой Иродой. Все там, конечно же, мы все это прошли, научились и все такое. И мне стало безумно интересно уже после тренингов, как и что, получится ли у меня, и что вообще, что разные бывают особенные детки, да, понимаете? Ну, как бы больше вот это вот. Ну, и потом, это не просто же спортивный интерес, их, понимаете, их любить надо всем сердцем, их, вообще по-особенному. Они особенные, и относишься к ним по-особенному. Когда у меня в группе нет особенного ребенка, я себя аж, не так чувствую. Как будто мне чего-то не хватает. Не придет там или заболел, и что-то сегодня не хватает. Поэтому объяснить, сказать точно, почему именно этим занимаюсь, я, так вот затрудняюсь сказать, что вот поэтому. Мне нравится. Мне интересно. Какой еще критерий я могу привести? Это самое главное, в принципе. Я их люблю. И еще важный фактор, вы знаете, больше, конечно. Я понимаю, что если не я, то кто? Понимаете, вот это вот есть. Что кроме меня, они никому не нужны. Не кроме меня лично. Нас, конечно, там много. И у меня лично такое отношение, что вот если я откажу, как отказали многие, кто тогда возьмет его, понимаете? И все. Я не могу по-другому. Я не могу отказывать. Я не могу. Я считаю это, как сказать, не просто неправильным, а, не по-человечески. Да, нельзя. Не по-человечески это нельзя, потому что я могу его любить, я могу дать ему то, что ему нужно, то, что можете дать ему и вы. Вам не до них и не до этого, вы абсолютно к этому не имеете отношения никакого. А я могу, и я не имею права просто отказывать и бросать этих деток. Вы проговариваете вместе с родителями, например, какие-то конкретные цели, да? Вот сейчас по программе мы должны, например, освоить какой-то определенный навык. Достигнув этого результата, мы идем дальше. Есть такие моменты в работе? Нет, конечно, мы же и взрослеем, мы от одного этапа переходим к другому, мы проговариваем все, потому что наша работа, она с двух сторон идет. Если родитель не будет дома повторять то, что делаем мы, а я не буду делать то, что делает родитель, тогда то ничего не получится. Мы работаем вместе с родителями. Иначе, результат малоэффективен. Вот было у меня пару родителей, которые, не посчитали нужным, скажем так, во всю силу. Они говорили да, но не так работали, допустим, как нужно было бы. И получилось, что в одну сторону, эффект был не такой, да. Потому что здесь нужно работать вместе с родителями.
и обговаривать и каждый шаг, и каждый подвиг, потому что у нас это подвиг, это не просто вот мы взяли, и у нас получилось, это подвиг. А сколько времени иногда уходит на один подвиг работы? По-разному. Смотря Самый быстрый, например, сколько было? Ну, самый быстрый... Например, пришел и стал сам есть. Сразу? Нет. Нет, сразу нет. В смысле, конечно. самый быстрый неделя. Неделя. Самый быстрый. А так? А самый долгий? Самый долгий. Ну, месяц, но не больше, потому что это уже там уже, когда уже больше 2 недель и дальше, уже ты изощряешься, уже ты думаешь, находишь любые методы, любые подходы, ну не любые, а те, которые приемлемы каждому особенно, ну в смысле у каждого индивидуально, и ты, соответственно, стараешься найти какой-то приемчик для того, чтобы он пошел навстречу и стал бы делать то, чего ты от него добиваешься. А было разочарование, когда вот не получалось? Нет, разочарования нет, потому что здесь, вы знаете, не должно быть разочарования. Здесь, понимаете, как нужно учитывать то, что это тебе, как сказать, это же не дрессура, извините, это же не подопытный кролик. Даже если ты знаешь, что должно обязательно помочь, вот это и это не должно, ой, не получилось, нельзя воспринимать это, как сказать, разочаровываться. Нет, ничего, попробуем что-то другое. Не получится, но будем еще что-то пробовать. А гордость? Гордость перед кем? За успехи. В смысле, гордость за успехи ребенка? Да, ну, вы гордитесь теми своими выпускниками. Да, я себе приписываю, честно. Очень многое. Ну как? Почему? Потому что я вижу, я знаю, они, во-первых, они очень благодарны, я знаю, что они любят меня все. И когда чего-то мы добиваемся, правда, я и благодарна родителям, которые, они не умаляют, как сказать, моих заслуг. Нет, горжусь, конечно, горжусь. Очень даже. Что бы вы сказали бы родителям, которые сейчас пока думают, отдавать ребенка в детский сад или все-таки оставить его дома, а еще тем более тем, которые пытаются закрыть просто ребенка дома? Что это очень конечно, важно. Отдавать. Единственное, от моей, как сказать, пропаганды, вот рекламы, не зависит единственное то, что, как сказать, у нас же 1000 садов не откроют двери этим деткам. Вот. А может быть, когда-нибудь? Если это возможно, если это действительно есть, конечно, лучше. Лучше, конечно же, когда особенный ребенок в инклюзивной группе. Почему? Потому что по-любому это и ему идет на пользу, в силу того, что в социуме все равно он и привыкает больше, и все. И детям нормотипичным это тоже, это очень даже в жизни понадобится. И нужно вообще с детства, мне кажется, потому что вот дети в моей группе, они отличаются от деток в тех группах, у которых нет. Во-первых, они у меня, как сказать, они сердобольнее, что ли. Они чуть-чуть взрослее, потому что каждый считает себя ответственным за вот этого ребенка. Каждый, вот их 30, и каждый, знаете, не знаю, вот у них тоже какая-то гордость, что ли, что вот у них есть вот такой сын полка или что-то, потому что и всегда в моей группе и детки меняются, но и сама атмосфера в моей группе, что у меня все время есть эти детки особенные, у меня и дети другие, но во всяком случае я замечаю. То есть если было бы в каждом садике, в каждом саду, хотя бы одна. По одному ребенку. Да, и детки были бы другие. Это да. Это 100%. Это 100%, я уверена, что и дети были бы другие. А как развеять опасения самих родителей? Что бы вы им просто посоветовали? Если есть возможность отдать в такую группу ребенка? Опасения родителей особенных? Детей, да. Во всяком случае,
за что они точно не должны переживать, за то, что ребенок останется без присмотра, потому что на это есть мы. Вот. А опасения по поводу, что кто-то обидит из дитя, опять же, для этого есть мы. Поэтому, мне кажется, бояться совершенно нечего. Просто надо идти. Просто надо идти, и все. И будет и ребенку, мне кажется, интереснее, и родителям легче. Почему? Потому что когда ребенок все-таки по режиму выходит из дома куда-то, неважно, где он провел это время. Нет, конечно, это важно, что он провел его с другими детьми, обратно возвращается. У них же и отношения другие потом, родитель-ребенок, понимаете, как и у всех, что вот куда-то проводили, встретили, пошли, пришли, понимаете, это же тоже, это совершенно другое, мне кажется, по-другому в семье в самой будут складываться отношения. А вот тем более, вы говорите, закрыть вообще, этого категорически нельзя делать. Да, просто некоторые пытаются как-то изолировать, это чтобы не видели, да, и родственники, и соседи, и просто и боятся даже, что кто-то может навредить или что-то сказать ребенку. Есть такое. И чувство стыда. Это самое ужасное, это вот то, что испытывают родители, это чувство стыда. Что вот у меня такой ребенок. И не у всех получается преодолеть это чувство стыда. Ну да, в этом вы правы. Есть еще пока. А чтобы вы всем родителям нормотипичных детей сказали? Я бы сказала, любите детей. Дети, они наши дети, они все одинаковые. Нельзя говорить, что почему вот особенный с моим не особенным, я бы сказала, вот так вот, ничего не нормотипично. Я бы сказала, вот он особенный, а вот ваши не особенные, понимаете, нельзя. Нужно любить всех, они наши детки. Поэтому давайте относиться к детям, начиная именно с детей, отсюда все начинается. Относиться одинаково, любить всех одинаково. И учить любви. И учить любви, в первую очередь. Спасибо большое. Подкаст создан в рамках проекта «Ранние годы. Время возможностей» при финансовой поддержке Института Открытое общество, Фонд содействия Таджикистана. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию Института Открытое общество, Фонд содействия. Спасибо.